Выборы депутатов в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации на территории Абхазии признаны состоявшимися. По словам чрезвычайного и полномочного посла России в Абхазии Семена Григорьева, жители республики, имеющие российское гражданство, проявили активную гражданскую позицию, пришли на участки и проголосовали. Я бы хотел поблагодарить всех избирателей, которые приняли участие в этих выборах. Они проявили свою активную гражданскую позицию, непосредственно повлияв на формирование высшего органа законодательной власти Российской Федерации, страны, которая оказывает всестороннюю помощь и поддержку народу Абхазии и является стратегическим партнером. Я также хочу поблагодарить всех членов участковых избирательных комиссий. Поверьте мне, их работа была в этот раз довольно непростой, в связи с тем, что голосование проводилось по 2 бюллетеням. Некоторые из них закончили работу только в 6 часов утра. Я благодарен правительству Республики Абхазия за то, что практически все необходимое для проведения этих выборов было сделано, все содействие со стороны правительства. Благодарен Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия за оказанную методическую и практическую помощь. И, разумеется, большое спасибо правоохранительным органам, которые в полной мере обеспечили безопасность выборов. Достигнуто главное, выборы прошли в соответствии с законодательством Российской Федерации открыто и транспарентно. Семен Григорьев рассказал, что уже в понедельник к 9 часам утра все бюллетени были подсчитаны и направлены в ЦИК России, где прошли соответствующую проверку и одобрены. В выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации на территории Абхазии приняло участие 20 355 избирателей. Среди политических партий результаты голосования следующие. Партия «Единая Россия» получила 75,38% голосов. Либерально-демократическая партия России заняла на территории Абхазии второе место, получив 6,64% голосов. Третье место в Абхазии получила Коммунистическая партия Российской Федерации, получив 5,83% голосов. По Даурскому избирательному одномандатному округу Забайкальский край, участок номер 8000, это 10-я школа, город Сухум, победу одержал Попов Андрей Олегович, представляющий партию «Справедливая Россия». Кандидатов от «Единой России» в этом округе не было. По Всеволожскому одномандатному округу Ленинградской области, к которому были прикреплены избирательные участки в Гудауте, Бамборах, Очимчире, Ткварчале и Гале, одержал победу Драчев Владимир Петрович, представляющий партию «Единая Россия». По Самарскому одномандатному округу, к которому были прикреплены участки в Гагре и Пицунде, одержала победу Колесникова Надежда Борисовна, представляющую партию «Единая Россия». По Павловскому избирательному одномандатному округу Воронежской области, к которому был прикреплен участок в новом районе, победу одержал Марков Андрей Павлович, представляющий партию «Единая Россия». В целом, так же, как и на всей территории России, убедительную победу как по партийному списку, так и среди одномандатников одержали представители «Единой России». Надо отметить, что кандидаты в депутаты, одержавшие победу в Абхазии, не обязательно попадут в Госдуму, так как голоса наших избирателей будут учтены при общем подсчете голосов по участкам округов, к которым прикреплены 9 избирательных участков республики. Вице-премьер Беслан Эшба отметил, что руководство Абхазии оказало максимальное содействие при проведении выборов депутатов Государственной Думы. Мы действительно попытались оказать максимальное содействие. Многие знают, те, кто сталкивались с тем, что 9 округов по территории Абхазии, это для нас географически было немножко сложно обеспечить явку. Но цифры тоже говорят сами за себя. Более 20 тысяч пришедших на участки вот в такой географической обстановке было тоже непросто. Поэтому и власти пошли на то, чтобы помочь населению нашему, предоставить и транспорт, и всяческое любое другое содействие для того, чтобы
люди могли свое волеизъявление в виде голосования произвести. Результаты, те, которые есть, они, в принципе, не хочу сказать, что мы все на 100% были уверены, что это будет так, но, в всяком случае, они подтверждают и зеркально отражают и надежды, и все, что есть и в политическом плане в Абхазии, и со стороны руководства КРУС, который сегодня есть, и то взаимодействие в стратегическом плане, которое есть, тоже подтверждается теми результатами, которые сегодня вы здесь нам заявили. По информации Семена Григорьева, каких-либо нарушений в процессе голосования зафиксировано не было. Есть лишь одна жалоба наблюдателя, которая будет рассмотрена в соответствии с законодательством. Амра Амичева, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.